Начнем со стратегии. Изменение стратегических... Уже 18-й год подряд наш вуз проводит международную молодежную научно-практическую конференцию «Человек, общество, культура, социализация». В этом году, наконец, мы вновь проводим нашу конференцию в очном режиме. Я с удовольствием могу сказать, что в нем принимают участие более 100 представителей 5 стран, не только ближнего, но и дальнего зарубежья. И здесь представлен самый широкий спектр молодых исследователей, начиная от обучающихся старших классов, кончая аспирантами. По итогам, разумеется, будет издан сборник материалов. Это у нас традиционно осуществляется. И что я особо хочу отметить, это то, что практически всю организационно-подготовительную работу, начиная от составления информационных писем и кончая версткой и вычеткой сборника материалов конференции, готовят наши студенты. Поэтому, кроме всего прочего, мы рассматриваем эту конференцию как очень серьезную практическую подготовку их к будущей исследовательской деятельности. Мы приехали по приглашению Владислава Львовича Бенина на молодежный ваш форум с нашими педагогическими классами, с их наставниками и с директорами школ. Большой делегации 25 человек. Я буду представлять теоретическую часть, презентовать монографию на тему становления до профессиональной педагогической компетентности старшеклассника. У нас 11 выступлений. Дети педагогических классов будут презентовать свой опыт участия и работы в таком классе. И их наставники будут также представлять свои, так сказать, рассуждения, свои мысли на тему, как организовывать работу педагогического класса. На сегодняшний день мое участие это уже в 6-й раз. Именно конференция ЧОКС – это великолепная возможность представить результаты своих научных исследований. Здесь воссоздана площадка, на которой можно не только представлять результаты своего труда, но еще и реализовывать свой научный потенциал и получать от этого огромную радость, потому что на сегодняшний день многие молодые ученые именно боятся того, чтобы как опубликовать свои статьи, как выступить и так далее. Это вызывает определенные затруднения. И именно здесь, мне кажется, это одно из наилучших направлений, потому что множество различных тематик, и можно представлять результаты как в социально-гуманитарных науках, так и в технических.